28 февраля в зале музыкальной школы Евпатории прошел большой концерт иляхи с участием дагестанского исполнителя Хадиса Сабиева. Это четвертый концерт Сабиева в Крыму, проведенный в рамках крымско-дагестанского культурно-просветительского проекта «Истинные ценности». Концерт прошел в теплой и душевной атмосфере, в зале было не менее 300 слушателей, преимущественно из Евпатории и Евпаторийского региона. Также были постоянные слушатели, которые приехали из других городов Крыма. Как известно, в рамках проекта концерты иляхи с успехом прошли в Бахчисарае, Евпатории и Саках. Каждый раз организаторы составляют оригинальную и неповторимую программу, которая направлена на восхваление Всевышнего и пророка ислама Мухаммеда, салляллаху алейхи вассалям. С крымской стороны Хадису Сабиеву помогали заслуженный артист Крыма Рустем Меметов и молодой исполнитель Бекир Адилов, которые исполнили иляхи на крымско-татарском языке. Действительно, я вижу, как людям нравится и необходимо то, что мы делаем, и какие отзывы у людей. Я, конечно, очень рад, то, что именно мы занимаемся такими делами. Если сейчас подумать, сколько в мире талантливых людей, сколько музыкантов, сколько исполнителей, альхамдулилля, я Аллаху шукру делаю, что мы именно из тех людей, которые сегодня занимаемся этим делом. Благодаря данному проекту исполнение иляхи в Крыму вышло на качественно новый уровень. Так молодой исполнитель Бекир Адилов выразил готовность посвятить свою деятельность возрождению этого вида религиозного песнопения. В свою очередь Хадис Сабиев обещал поделиться богатым опытом проведения исламских свадеб с пением иляхи, вечеров иляхи, по примеру Дагестана. Традиционно в ходе программы организаторы уделили отдельное внимание религиозному воспитанию детей. Для них провели небольшую викторину, где дети отвечали на вопросы, связанные со столпами и основами ислама, мусульманскими обычаями, поведением мусульманина в быту. Порадовало, что дети активно отвечали на вопросы, проявили высокий уровень знания своей религии. Я твой маленький раб, о Всевышний Аллах, милая мама, тепло, твой подарок я рад. Я молюсь этот раз, поддержу Рамазан. Я хочу, чтобы Аллах дал путевку мне в рай. Также организаторы не обошли без внимания женщин. Им посвятили несколько иляхи на русском и крымско-татарском языках. Со свойственным в исламе почтением и уважением к женщине каждой представительнице прекрасной половины человечества подарили по одной розе, красота и запах которых у верующих ассоциируется с пророком Мухаммедом, салляллаху алейхи вассалям. Вот эта духовная пища, которая нам необходима в эти тяжелые времена, это действительно такая поддержка. Мне просто, вы сами понимаете, поддержка именно мусульман России, Дагестана, мне очень приятно. Я вообще в таком вот, я еще думала, прийти, не прийти, а потом думаю, нет, все-таки пойду. Мы должны вот сейчас духовно объединяться всей нашей нации, именно крымско-татарского народа. Вот эта пища нам должна дать, так сказать, силы для того, чтобы держаться вместе. От имени Духовного управления мусульман Крыма и лично муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева собравшихся поприветствовал имам Евпаторийского региона Искендер Меметов. Он поблагодарил дагестанского исполнителя Хадиса Сабиева, спонсоров проекта, за помощь в возрождении этого вида религиозного песнопения в Крыму. Söz yaşatılıyor ve en mühimi şu ilahi janrında Müslümanlar duygularına, Müslümanlar düşünmeye başlayıp şu hayatımız hakkında, şu hayatın manasının hakkında, herkesimizin bir misafir olanımız hakkında ve her vakit bu gibi merasimler geçirilgen vakit pek semereli geçe ve Müslümanlar için faydalı olup gelir. В завершении программы всем гостям подарили религиозную литературу, а также угостили сладостями. Следующие концерты иляхи планируется провести в Джанкое 14 марта и Красногвардейском 28 марта. Нияра Джанбазова, Делевер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.